Команда из НТ стала победителем в проекте «Достояние республики». Долгожданный финал вышел в эфир на телеканале «Юрган» в минувшую пятницу. За звание лучшего муниципалитета республики боролись Инта и Усинск. Именно они по итогам 2 туров набрали максимальное количество баллов. Команды шли бок о бок, но в дополнительном раунде интенцы вырвали победу и выиграли финальную игру с разрывом всего в 1 балл. В качестве главного приза команда из НТ получила сертификат на установку новой детской спортплощадки. О том, как развивались события, Никита Чернов. 1,5 месяца, 20 муниципалитетов в коме, и вот, наконец, 41 игра позади. Все это время знатоки были настроены решительно. Штудировали энциклопедии, обращались за помощью к историкам. И это было видно. Команды буквально вырывали друг у друга пальму первенства. Впрочем, чем дальше, тем тяжелее. Ко второму туру вопросы стали значительно сложнее. На самом деле вопросы составляли ученые, этнографы, сотрудники библиотеки, музея, галереи. То есть это даже команда Юрган. То есть эта история все-таки правдива, что ведущие до последнего не знают, что вот в этом конверте Нет, лежит? Конечно, конверт открывается непосредственно перед эфиром. То есть мы не знаем до момента вскрытия конверта, какие будут вопросы. Подготовка к финалу была серьезной. Настройка серверов, тракты прямого эфира. Мало знакомые для простого человека термины. На телевидении каждая секунда на счету, тем более, когда это прямой эфир, причем финал. Ведь до последнего не было известно, кто же будет с Интой биться за главный приз. В последней игре второго тура у Усть-Вымского района были все шансы обойти Усинск и попасть в финал. Но один неправильный ответ решил исход грядущего интеллектуального поединка. Мы долго совещались и все-таки решили, что это Росомаха. А вот какой правильный? Это был заяц. А отметины имеются в виду черные кончики его ушей. К сожалению, это неправильный ответ. В итоге в финале встретились 2 команды – Инта и Усинск. В каждой среди игроков был и глава района. Интрига сохранялась до последнего. Бой был равным. По итогу 7 раундов команды вышли в ничью. Настя, у нас 4-4, он сейчас задаст 3-й вопрос, и той команде нужно думать на один вопрос. После неожиданного исхода было принято решение задавать вопросы по одному на 2 команды. Первый, кто даст неправильный ответ, проиграл. Так тянулось до 9-го вопроса, по итогу которого Инта вышла в лидеры, обогнав своего соперника лишь на 1 очко. Не могу сказать, что это произведение искусства, там нет таблички. Правильный ответ. Красавцы! Вырвали победу! Волнение и нервы на пределе в эти дни были не только у игроков, но и всей команды телеканала «Юрган». Теперь и техническая, и творческая команды проекта могут с легкостью выдохнуть. Это было мощно. Мы вас поздравляем, спасибо вам Вот большое. сейчас прямо поздравляют участников. Они действительно молодцы. Была очень эмоциональная игра. И да, но мы, конечно, Не знаю, буду ли я поздравляем сегодня с победой. спать. Спасибо. К слову, финальный приз, который до последнего держался в секрете, действительно оказался стоящим. Инта получила сертификат на установку детской спортивной площадки. В Инту у нас отправляется спортивная площадка. И вот какая она будет. За все время, что шел проект, его посмотрели более 600 тысяч раз в сети интернет. И это не считая самого телевизионного эфира. Это бесспорно тоже достижение. Оно говорит о том, что жителям нашей Коми действительно интересен родной край. А благодаря проекту «Достояние республики» они смогли узнать и новые интересные факты о любимой республике. Никита Чернов, телеканал «Юрган».